Дорогие друзья, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, режиссеры Екатерина Голикова, Ольга Степанова. В нашей студии гость – врач-психиатр, психотерапевт Валентина Алексеева. Валентина, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Тема эфира тревожность. Что с этим делать? Конечно же, проживать и не копить. Но как бы не увлечься с этим. Как, по вашему профессиональному мнению, нужно ли для себя устанавливать регламент состояний и чувств? Ну, вы знаете, к сожалению или к счастью, никто, кроме меня самой или нас самих, не будет устанавливать этот регламент. Если мы будем полагаться, например, отдавать свое душевное состояние на волю, например, СМИ, то я думаю, что... Я как раз-таки говорила про личное отношение каждого к своей тревоге, к своим чувствам, к своим состояниям. Да, и это есть ответственность моя личная и каждого человека в таком плане, что как я вообще хочу себя чувствовать. Да, на самом деле сама по себе тревога – это не какой-то кошмар, и это не зло. Тревога – это эволюционно заложенная эмоция. Она была абсолютно у всех людей, там и у неандертальцев, наверное, тоже была, и у каких-то древних пещерных людей. И нужна эта тревога только для того, чтобы человек мог выжить в каких-то сложных, опасных и так далее условиях. Она только для этого нужна. Ну вот вы хороший вопрос задали, как я хочу себя чувствовать. Если вы себе такой вопрос задаете, что вы обычно отвечаете? Для меня очень важно быть в эмоционально устойчивом состоянии. Мне, например, лично самой не подходит такое состояние, когда я слишком радостная, слишком веселая, так называемая позиция плюс, как у нас сейчас очень любят говорить, будь на позитиве. Мне это... Куда девать негатив, да? Хочется спросить. Да, мне эта ситуация, мне такая позиция не подходит. И позиция, когда я наоборот внизу, когда у меня плохое настроение, там тревога, еще что-то, мне это тоже не подходит. И мне очень нравится в моей работе позиция нуля, zero, когда я нахожусь в нейтральном состоянии. Для меня это веселее, интереснее на самом деле, потому что когда мы находимся в нейтральном состоянии, только в этом случае укрепляется наша префронтальная кора, а это мышление, это логика, это способность делать адекватные выводы. То есть когда мы созерцаем то, что происходит, и все. Не то, что созерцаем, мы можем и активно действовать, и делать что-то очень активно, но при этом есть такая теория о триедином мозге. Может быть, вы ее все знаете, она достаточно популярная. Теория Пола Маклина, 60-х годов 20 века. Это теория о том, что мозг у нас состоит из 3 отделов. Это самый нижний, это рептилийный мозг, который отвечает за выживание, за замирание, бегство или драку. Там 3 реакции всего лишь. И это достаточно крупные подкорковые структуры. И они очень развитые у человека, кстати. А второй мозг – это эмоциональный мозг, который, понятное дело, разные эмоции. Их, кстати, всего 5. Да, скажите, какие? Страх, гнев, грусть, радость, любовь. Все. Все остальное производное. Допустим, такие чувства, как стыд и вина – это производное от страха. Допустим, стыд – это страх осуждения. Вина – это страх наказания. Это все производные. Вот это эмоциональный мозг. И третий мозг – это наша кора, которая отвечает за логику, за память, мышление, внимание, интеллект, сознание. Это все. А злость – это производная от гнева. Да. И смотрите, когда согласно этой теории, если, например, какой-то из этих отделов включается, например, включается рептилийный мозг, то другие 2 отдела отключаются. И если человеку надо выживать и куда-то бежать, то он побежит, и у него в этот момент не будет ни памяти, ни внимания. Почему иногда бывает такое, что люди с посттравматическим стрессовым расстройством, у них бывает такая временная амнезия. То есть они что-то из тех событий, которые с ними случились, могут не помнить. Какие-то страшные события, например, землетрясение или там боевые действия, человек попал в боевые действия. Частичная может быть амнезия. Почему? Потому что просто в этот момент эта высшая нервная деятельность, память, она просто отключилась.
Таким образом, сберегая человека, да, сберегая его нервную систему. Давая ему возможность, огромную возможность выжить. Мгм. Только для этого. Все эмоции нужны, все эмоции важны. На сегодняшний день, я знаю, что вы практикующий специалист, на сегодняшний день с какими запросами к вам обращаются ваши клиенты и кто чаще обращается, какой возраст, какой пол, обращаются ли подростки или больше все-таки взрослые люди, а подростки еще не приучены в нашем обществе идти, если что-то не то, к психологу, к психотерапевту. Очень радует, что наоборот сейчас, вот последние года 2, наверное, количество подростков увеличилось в разы за счет того, что в ТикТоке, потому что такая площадка, которую любят подростки, увеличилось количество специалистов, которые пропагандируют посещение психолога. И я даже слышала такое от разных подростков. Они говорят так очень хвастливо, говорят: «Ой, мой психолог мне сказал, вот я сходила к психологу, там еще что-то, да». Неужели это в тренде среди молодежи? Вот оказывается, вы знаете, да, и я узнала о том, что если у тебя брекеты, то значит у тебя есть, не у тебя, а у твоих родителей есть 100 тысяч на эти брекеты, то есть значит у тебя есть деньги, у твоей семьи есть деньги. Если у тебя брекеты, это вот раньше мы смеялись, да, над теми, у кого там скобки, брекеты, а сейчас, оказывается, не так. Но они сейчас и выглядят по-другому, чем те, над которыми мы смеялись. Ну да. И, просто это здоровье. Люди понимают, что это здоровье. А те дети, которые говорят, что я хожу к психологу, это значит о том, что у семьи тоже есть деньги на то, чтобы посещать психолога, и уже это говорит о каком-то социальном и финансовом успехе. Вот в этой микрогруппе детской и подростковой. Да. Чем подросток, который посещает психолога, будет отличаться от того, который решает свои проблемы, там, не знаю, может быть, со сверстниками лишь, либо в одиночестве, либо как-то в интернет отвлекается пространство? Я думаю, что он будет отличаться значительно по той простой причине, что если действительно этот ребенок будет посещать психотерапевта, там будет очень много узнавания себя, каких-то своих сложностей, каких-то своих, наоборот, плюсов, сильных частей. То есть это будут разные узнавания себя. И самое, что хорошее, человек будет четко знать, как со мной можно, как со мной нельзя. Как делать так, чтобы мне самому было хорошо. Вот мы начали с этого разговор о том, что человек может сам выбирать. Но вот если так пообщаться, да, вот среди обывателей, нет такого человека, который бы сказал: а вот вы знаете, я берегу свою нервную систему, и вот слушать там что-то я не буду. А вот получается так, что чаще всего там у нас какие-то новостные каналы, не знаю, телевизор, оно просто идет массово валом. Какой-то информационный шум, он постоянно есть, и как будто бы человек даже не выбирает, что ему слушать и что ему лучше для его Сейчас мы тоже для кого-то информационно шумим. Вообще, на самом деле... Хотелось бы не шуметь. Да, на самом деле это удивительно, то, что мы, допустим, пытаемся, да, как-то достучаться до других людей, взять вот пульт управления другого человека в руки, но зачастую свои собственные эмоции мы не можем, у нас нет пульта от самих себя. И слава богу. Но бывает же, что захлестывает какая-то эмоция, какое-то состояние, из которого ты выбраться просто не можешь очень долгое время. И не всегда этому могут помочь и специалисты, потому что говорят, что если ты готов к чему-то, да, там, выйти из этого состояния к изменениям, то да, тебе есть смысл там идти за помощью. Если ты сам не готов, то тебе самый лучший специалист даже не поможет. Я думаю, что это двояко, но тем не менее и такие факты тоже есть. Вы что думаете об этом? О том, что все равно не помогут, если человек не хочет. И не помогут, и почему вот вы говорите, слава богу, что не может человек сам справиться со своими эмоциями. Мне кажется, это было бы очень круто, если бы я, например, могла в каком-то состоянии, да, себе вот задать временные ограничения и находиться в нем вот там, допустим, 15 минут, и все. И потом я бы вышла, и уже мне ничего бы не мешало в реальности заниматься тем, чем я хочу. Была такая теория в одно время, я уж не могу сказать точно, кто этим занимался, но я даже встречала специалистов, которые работают в таком ключе. Она называется рациональная психотерапия, по-моему, хотя могу ошибаться. Дело в том, что там была такая теория о том, чтобы подчинять чувства себе, что вот взять и подчинять свой гнев себе. Даже говорят, есть
ну, такие манипуляционные фразы я слышала. Возьми, будь хозяином своих эмоций, возьми верх над своими эмоциями. Что-то такое призывает, допустим, на какой-нибудь курс там онлайн или там просто на какой-то семинар. И говорят там, стань хозяином своих эмоций. Но я, например, эмоции, это же подкорковые структуры. Допустим, вот через кору мы можем взять и сказать, вот я хочу поднять правую руку. Я могу ее поднять, да ведь? Вот, это кора управляет. А я, например, хочу с позиции коры, вот как вот вы говорите, хочу выключать что-то, да, взять и сказать своему сердцу, вот ты не стучи 70 ударов в минуту, стучи 30. Мне так лучше, ну, например. Или желудку. Ты знаешь, вот я позавтракал, обедать у меня не получится, у меня там нет времени на обед. А к ужину, ты вот к ужину перевари, ну, то, что я поела на завтрак. И тогда вот я поем. Это примерно то же самое. Или, допустим, кишечнику сказать, например, у меня сегодня нет возможности сходить в туалет, поэтому сегодня мы в туалет не пойдем. Так же не бывает. То есть мы можем управлять только телом, тогда получается, душой и мозгом мы управлять не можем? Ну, мозгом смотря чем. Сейчас же очень популярные методы, когда ты можешь перепрограммировать как будто бы себя, вот чуть ли не переписать свой вот сценарий жизни, да, там заново родиться, заново креститься и так далее, новых родителей себе. Даже сейчас, на сегодня же делают вот, например, такие свадьбы, когда молодожены не хотят приглашать своих настоящих родителей, да, по каким-то там причинам, а берут и таких актеров приглашают, договариваются с людьми, чтобы вот эту картинку воссоздать так, как они хотят, то есть по написанному сценарию, как они хотят получить благословение от тех, кто назовется их родителями в этот момент, потому что от своих собственных им сложно как-то договориться. И не хотят портить праздник, а хотят, чтобы он прошел. Вот. И кто-то в это верит, что мозг можно вот так вот перестроить. Ну, вы немножко тут как-то... Что-то как будто что-то вместе соединили. Я тоже работаю в таком ключе, и это теория транзактного анализа, и создатель теории транзактного анализа Эрик Берн, американский психиатр, психотерапевт. И теория Эрика Берна говорит о сценарных решениях. Сценарные решения, они принимаются в каком-то таком интересном, измененном состоянии. Но это возможно сделать вот так? Ну вот смотрите, например, я вам сейчас расскажу пример один из. Мы сейчас вот буквально на 2 минуты прервемся и потом вернемся к этой интересной теме, потому что мне самой интересно понять, можно ли так перепрограммировать себя на долгое время. Оставайтесь, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии врач-психиатр, психотерапевт Валентина Алексеева. Мы говорим о том, как справляться со сложными чувствами. Остановимся подробнее на чувстве тревоги, которое, я думаю, уже не первый год в нашем обществе одно из доминирующих, потому что времена у нас непростые. Хочу немножко поправить наши режиссеры сегодня Екатерина Голикова и Мария Новгородова. Мы продолжим. Вы сказали, что, в принципе, такое возможно, что можно перестроить свой мозг. Да? Вот такой пример я привела, когда люди выстраивают как будто некое событие так, как им бы хотелось. В таком случае тогда почему бы мозг свой не перестроить на те чувства, которые удобны? Ну, видите, как удобны. Я же говорю, что мы ими управлять-то не можем, к сожалению. Это подкорковые структуры. Но вот как сердце, как желудок, как кишечник, мы этим управлять не можем. Они работают в своем режиме. Те же самые чувства, они тоже работают в своем режиме. И все чувства нужны для защиты человека, только для этого. Все эти эмоции, которые... Та же самая тревога возникает, страх возникает, стыд, вина. Это все нужно для того, чтобы человек выживал. Но так устроен наш организм. Сердце же тоже не просто так стучит. Кишечник не просто так работает. Все это надо для человека. Тогда те люди, которые согласно транзактному анализу переписывают какие-то события в своей жизни, они это делают просто вот как какую-то картинку на какой-то... Вы немножко не так понимаете. Вот то, что говорите вы, что там вот свадьбу делают, родителей каких-то актеров приглашают, я не знаю, как это работает. То есть в моей терапии
в терапии, там, где я обучалась, да, ну, мы такое не проводили. И я поэтому не знаю, как это работает. Я могу рассказать только о том, как работаю я и как меня обучали. Как работать со сценарным решением, я могу рассказать. Давайте расскажите тогда, какие на сегодня методы в вашей практике, частной практике, существуют для помощи людям, допустим, которые излишне тревожатся, раз мы сегодня решили говорить о тревоге. Но видите, как излишне тревожиться, они же, ну, я же говорю, что организм, он у нас не глупый. Он у нас делает все что-то очень важное, что-то очень полезное. В том числе он как-то продуцирует тревожность. То есть лишней тревоги нет, она просто тревога и все. Ну, не то, что нет, бывает она и прямо... Дело в том, что она может истощать человека. Есть же и бессонница на почве вот таких Да, состояний. да. Есть стресс. Да, все приводит, например, потом к апатии. Но человек тревожился, у него постоянно вот эти гормоны стресса вываливаются. Но это же тоже имеет все когда-то конечно, да, этап. Все это, ну, там охранительное торможение сработает, и все. И будет он потом грустный, безразличный, апатичный по-другому, или депрессивный. То есть, а может это все и сочетаться, и тревога с депрессией может сочетаться, тревога еще и, ну, с разными состояниями может сочетаться. Поэтому что делать, как работать с тревожными расстройствами? Возможно, нам слушатели помогут еще своими вопросами. 32 00 66, 32 11 66, телефоны прямого эфира, по которым вы можете задать вопрос нашей гости сегодняшней, Валентине Алексеевой, врачу-психиатру, психотерапевту. Вот мы сегодня говорили о том, что к вам обращаются чаще подростки. Нет, не чаще. Ну, достаточно часто. Часто стали обращаться последние 2 года. Ну вот, может быть, о каких-то методиках, которые вот им помогают, и с какими вопросами они обращаются чаще? Подростки обращаются в основном с запросом на неуверенность в себе. Это достаточно распространенный какой-то такой симптом, наверное, можно сказать. Они говорят о неуверенности в себе, кто-то говорит о тревожности, кто-то говорит о том, что он хочет иметь большое количество друзей, а, например, у него там 1 друг или 2. Часто подростки приходят с жалобами такими на сложности во взаимоотношениях с родителями, с друзьями, еще с кем-то, ну, вот, с учителями, там, с разными людьми, с которыми они контактируют. В основном вот такие вопросы. У нас есть вопрос слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, представьтесь, Алло, пожалуйста. здравствуйте. Здравствуйте. Лучшему редактору радио Тетим Светлане огромный привет. Валерий Иванович, спасибо большое. Меня скоро бить будут мои коллеги. Ага, вот. Я ваш постоянный. Ага. Спасибо И большое вот у меня за внимание. Валентине, вот я заметил, что вот как Светлана очень хорошо задает логичные вопросы такие психотерапевту, и так легко с ней разговаривать, и мне захотелось поговорить. И вот Валентине такой вопрос. Валентина, есть известный такой Джо Хаббард, американский ученый, вот он. У него теория есть своя, наука есть, дианетика называется. Вот как она действует? В одно время, говорят, все Америка пользовалась вот этой наукой дианетика. Как раз она вот туда привязана, к успокоению и прочее. Когда был великий стресс в Америке, вот использовали дианетику. Расскажите что-нибудь, что это такое? Спасибо большое. К своему стыду я практически ничего не знаю о дианетике. Но вот такой у меня узкий кругозор, к сожалению, в отношении дианетики. Я ничего не знаю о ней, поэтому не знаю, сказать, как она действует. Я про Хаббарда слышала, что там такие призывы, что вот именно про уверенность, да, что ты можешь вообще все, что нет ничего невозможного. Сам он в течение своей жизни, несмотря на свой возраст, он в любом возрасте мог освоить любую профессию и показывал то, что человек может абсолютно все. Но это вот то, что я в этой теме знаю. Валерий Иванович, подготовимся к следующему разу, обязательно полнее вам ответим на ваш вопрос. Нет, ну, я думаю, действительно, на самом деле человек может все, но у него есть какие-то свои затыки внутренние. Не потому, что он плохой, а эти затыки, они сформировались достаточно рано, и они нужны были для выживания. Ну, например, человек вырос, и вот он такой прекрасный, замечательный, например, он там работает в вузе доцентом. Но у него внутреннее сценарное решение, что он не слишком умный, например, когда-то.
И вот это состояние, что я не слишком умный, например, ему предлагают там стать завкафедрой, еще что-то, как-то продвинуться, поехать на какую-то стажировку за границу и так далее. Многое предлагают, а у него внутри вот этот червячок сидит, что я-то какой-то не такой уж умный, например, вдруг. Сценарное решение. Это пример. Это даже не случай из практики. Не такой уж умный, потому что, может быть, когда-то мама или папа сказали, что да, не такой уж умный. А там много чего. Там, допустим, мама, папа сказали, потом тетя, дядя, потом учительница, которую любил, а может еще кто-то, может друзья подтвердили. То есть сценарное решение, оно в течение жизни до определенного возраста всегда находит подтверждение. И оно там как зарубка такая закладывается, и потом человек с ней вот этой зарубкой спотыкается, но живет. Может быть, все от того, что мы так настроены оправдывать ожидания других людей с самого детства, вот на эту хорошесть, да, и не разрешаем себе быть глупыми, злыми, то есть теми, кто может не нравиться. Это называется расщепление. Расщепление психики. Тогда, когда, например, мою какую-то одну часть, там, хорошую, умную, правильную, позитивную, крутую, ее принимают, ее одобряют, говорят, ой, какой молодец. А вторую часть, например, там, не знаю, не выучил что-то, уроки не выучил, там, брюки порвал, еще что-то, не знаю, собаку отвязал, она убежала, там, совершал ошибки, еще что-то. Вот ее не принимают и говорят, как ты такой умный, такой красивый, хороший, и вот так вот себя ведешь. Как это? Вот как вот ты мог взять и такую ошибку совершить? Я же знаю, что, не знаю, даже сын ты мне или нет после всего этого. Например. Вот в такие рамки, когда ребенка заключают, конечно, ему потом, слава богу, есть дети, которым все равно, но я не знаю, потом надолго. Это называется антисценарий. Антисценарий тогда, когда он в позиции бунтующего ребенка будет делать все наоборот. Даже некоторые говорят, я живу, чтобы доказать там маме, что она была не права. И представьте, вот на это доказательство того, что она не права, сколько энергии и сил уходит. Все получается для того, чтобы получить внимание. Может, внимание, может, любовь. Какая разница, хорошими поступками или плохими? Может, еще чего. Если вернуться к методике, да, в плане с тревоги, в плане людей, которые не могут как-то избавиться от тяжелых чувств, которые все время волнуются, там плохо спят и так далее. Может быть, есть какие-то, не знаю, там упражнения или какие-то аутотренинги, которые смогут им помочь, и вы можете поделиться сегодня этим. Их вообще очень много. YouTube этим заполнен, Инстаграм тоже. На моей инста-странице тоже есть очень много упражнений. Я даже был такой период, когда вот как раз начиналась пандемия, и эмоционально люди были достаточно сильно раскачаны. Мне кажется, сейчас даже как будто народ уже такой, подготовленный, что ли. Пандемия нас немножко подготовила к разным событиям. А в тот момент люди были просто размазаны очень многие. И я на своей странице прямо писала упражнения про страхи. Как это можно проживать, как можно с ними взаимодействовать, что даже если есть страх, он не для того, чтобы вас разрушить, он не для того, чтобы вас уничтожить. Этот страх всегда направлен на что-то, но чаще всего он бывает направлен на действие. Помните, наверное, что какая-то часть населения наша начала закупаться гречкой, там, туалетной бумагой и так далее. Сейчас то же самое. Мука, там, рис, это все вот уже. Сахар нет вроде как в оптовках, да, закончилось, потому что люди все скупили. Как-то я удивительно, вот сейчас в это время совсем не выходила в магазины, почему-то как-то спокойно себя чувствую. Вот у вас это кора укрепленная. Просто да, то, что вы сказали, что в пандемию, видимо, как-то нас тряхануло. А если что-то, что за время пандемии произошло, чего действительно стоит нам бояться, чего, может быть, мы не учитываем, потому что действительно страх-то это хорошее чувство, которое нас может мобилизовать и обезопасить, помочь себе себя. Да, абсолютно. Вы имеете в виду в эмоциональном плане? Или в эмоциональном, для нашего здоровья. Да, эмоциональном, следить за тем, чтобы не было истощения, эмоционального истощения, потому что может так случиться, я вот сейчас не хочу никого пугать или еще что-то, что наши ресурсы будут нужны в какой-то такой другой, потому что мы не знаем, как будут развиваться события, да ведь? Все может быть, завтра может быть все что угодно. И поэтому все-таки вот эти свои внутренние ресурсы расходовать дозированно. Оставляйте себе запасы. То, о чем я и говорила, регламент какой-то времени какой-то определять, все-таки ограничения должны стоять.
Ну, то есть, если там ты хочешь позлиться, ну, позлись там 15 минут. Но можно же так себя уговорить. Это же тоже привычка, может быть. Вы знаете, кому-то так подходит. Вот есть Мгм. люди, кому действительно надо, там вот 15 минут я позлюсь, и мне хватит. А кому-то надо раз в неделю. А кому-то надо раз в месяц. А, а кому-то, может, раз в год, я не знаю. Поэтому это кажется- все очень индивидуально. Мне кажется, у нас в обществе вообще не умеют злиться, а злость блокирует радость. И радоваться, соответственно, не все умеют. Потому что запрещено же долгое время было показывать свою злость. Ну, например, вот в моем детстве, да, там еще те, кто младше меня. Это же нехорошо. Это же не нравится окружающим. Потом мы эту злость в себе за какие-то маски прячем, за деликатность, там еще за что-то, пытаясь сохранить какой-то А потом оно образ. вылезает в переедание, например. И в переедание, и в какие-то заболевания, и в какие-то опухоли, потому что все равно же ему надо куда-то вырваться. Куда-то надо, да. Или, допустим, Кстати, скандалы с детьми. Спасибо, да, про тему про переедание. Тревогу тоже можно заедать. И некоторые говорят, что лучше заесть, чем не заесть. Об этом в третьем блоке поговорим. Оставайтесь, скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Говорим мы о чувствах, останавливаемся подробнее на тревоге вместе с врачом, психиатром, психотерапевтом Валентиной Алексеевой. Тревогу можно еще и не только проживать молча, закрытым ртом, но можно и заедать. И некоторые именно так и поступают. Я думаю, что я из этой касты людей. По моему лишнему Я тоже. весу это заметно. Я думаю, что это тоже вот такая вот привычка, да, которая, ну, это же самая доступная помощь, да, для себя. Ты там что-то увидел вкусное и там вглубь не копаешь, что тебе на самом деле хочется, да, там, или ты про что твое чувство, которое ты хочешь вот этим сладким как-то как пластырем заклеить или там чем-то вкусным. И специалисты на сегодняшний день говорят, что вот, ну, вот если в какие-то вот сложные моменты, да, вот в моменты личного стресса или в моменты каких-то сложных ситуаций вообще в мире, если вы тревожитесь, то лучше съешьте вы эту булочку сладкую, чем вот там сидеть и никак себе ничем не помогать. Ну, пусть это будет доступный единственный метод, но вы как-то о себе позаботитесь таким образом. Что вы думаете про это? Я думаю, что ничего плохого в лишнем весе нет. И можно съесть булочку вполне. Потому что я, наоборот, считаю, что лишний вес – это самое меньшее из зол, которое может выбирать для нас психика. Она может, например, выбрать для нас неспецифический язвенный колит или гипертоническую болезнь. Например. Сколько людей вам сейчас послали просто лучи благодарности. Или, например, язвенную болезнь желудка. Но наша психика достаточно здоровая, и поэтому она выбирает вот такой приемлемый способ справляться с разными своими эмоциональными сложностями. Потому что люди, которые заедают тревогу, это не дураки и не слабовольные люди. Это прекрасные, замечательные люди, которые, ну, скажем так, через базовую потребность просто восполняют свою какую-то... Ну, чаще всего там недостаток в безопасности. Ну, такое внутреннее, постоянное чувство небезопасности. Ну, даже визуально, получается, это же некий пласт, который как будто как защитный, да? Защитный какой-то костюм, который тебя от чего-то защищает. От много от чего. От холода, от голода, от страха и так далее. Ну, может быть, от внимания даже женщин, от внимания мужского, возможно. Ну, может быть, мы же не знаем, да, какая там была вот история там родовая, например, даже. Что я давно работаю, и я, например, знаю очень много женщин, которые, например, даже не из-за себя, допустим, имеют лишний вес, а, например, вот это сценарное решение родовое, ну, например, там бабушка решила, что вот ей не надо быть там, например, худенькой, да, потому что это не слишком, может быть, безопасно для нее. Ну, начала набирать вес, а потом она и дочку будет свою кормить, чтобы та не была привлекательная, да, и внучку будет кормить. И вот это вот будет такая мощная трансляция. Ну, попробуй против бабушки пойди, да. Что бабушки все делают? Все кормят. Ну, еще из нашей истории, бабушки-то наши, если брать вот наше поколение, они пережили... Много чего пережили, да. Голод, и, конечно, войну пережили. Культ еды у них был одним из самых культовых. Поэтому, конечно, да. Значит, когда ты тревожишься, в принципе, если хотите что-то съесть, дорогие слушатели и зрители, лучше съешьте. Что еще можно делать в моменты тревоги? Очень важно и очень хорошо, например, направлять тревогу на какое-то действие,
вот я в пандемию это говорила, мы же все сидели дома, и я говорила о том, что вы можете физически что-то делать. Не знаю, чистить двор от снега. Там люди многие на даче поехали. Дрова колоть, например, на лыжах кататься. А чем это помогает? Что происходит с нашим организмом? Почему вот физическая нагрузка, она может отвлечь или убрать тревогу, или уменьшить? Это усиливает кровообращение, работу с скелетной мускулатурой, и за счет этого происходит, ну, такое, скажем так, уходят гормоны стресса. Они не остаются там у тебя внутри, кипят, бушуют, как вулкан, который никак не может разродиться, да? А они просто очень мягко выходят из организма через работу скелетной мускулатуры. Вообще работа скелетной мускулатуры – это очень полезно для всего организма. И микроциркуляция улучшается, кровоснабжение, оксигенация и так далее. Ну, на свежем воздухе там поработаешь, знаете, как хорошо бывает. Ну, это про спорт, в общем-то, занятия спортом. Ну, не только спорт, можно просто прогулки. Даже просто вот любая физическая активность, даже если вы разберете свой не знаю, завалы в шкафу, но разберите их, выкиньте что-то, оставьте что-то, да, это в любом случае будет физическая активность, которая будет снижать тревожность. В любом случае. Это очень полезно. Так, значит, съесть что-то вкусное, прогулка, убрать снег. Ну, например, шкаф, поработать. Да, поработать, физическая нагрузка. Можно в зал, конечно, сходить, на лыжах покататься, на коньках, что угодно, с горки на сноуборде. Что еще может уменьшить это состояние? Контакт. Контакт, общение с каким-то очень устойчивым, эмоционально устойчивым. Есть такие эмоционально устойчивые люди. Даже вот, не знаю, в семье, например, даже бывают такие люди, которые, вы знаете, что даже говорят ему, да ему слону дробина, например, господи, да он такой, что его там даже, ну, с места не сдвинешь. Бывают такие Потому что люди. он шифруется, этот человек, а внутри у него там все плохо. Я не знаю, бывает, и не обязательно, что шифруется. Есть такие, кто шифруется, это я согласна. А есть такие, кто не шифруется, а есть такие, которые просто по природе свои большие контейнеры. Разные люди бывают. Но тоже как-то не очень хорошо контейнировать свое в другого человека, если это не психолог и не за деньги. Ну, смотря кого, например. Я, например, могу к своей маме пойти. Я ее научила, вот прям брала и учила. Говорю, мам, мне нужен ты как контейнер, это нормально. Я буду контейнером своим детям, а ты будешь мне. Когда я была ребенком, она этого не умела. Не то, что она там плохая, просто, не обучена была, не знала, что так надо делать. Потом уже в процессе жизни, когда я стала работать, я начала ее учить, что мне вот так лучше, мама. Я стала себя узнавать. Мне лучше, когда ты меня принимаешь. Мне лучше, когда ты меня встречаешь с любовью. Мне лучше, когда ты мне вкусняшку готовишь. Я так люблю, когда ты мне что-нибудь такое прям приготовишь, такое, аж чтобы слюнки текли. Вот это я люблю, мама. Я люблю, когда ты называешь меня Омбарахсан, например, да? Когда ты гладишь меня по голове. Мне это нравится, мама. Я ее специально этому обучала. И даже если мама это будет делать технически, а не совсем вот от души, раз она все-таки у нее навыка такого нет, ничего страшного. Сначала она будет это делать технически, к сожалению. А потом-то все равно она научится. Понимаете, если человек, у него сохранный интеллект и социальность сохранная, если он не совсем там оторви и брось, например, да, то есть это как-то, какой-то социально сохранный человек, он все равно будет относиться к своему ребенку именно так. Потому что это заложено у нас, не знаю, на подкорке. Я просто знаю много историй, когда вообще вот это вот не работает, или родители так настроены вот совсем, чтобы яйца курицу не учат, да, и вообще в отношениях вот с людьми, со сверстниками, когда ты просишь вот или что-то говоришь, это на какой-то уровень скатывается вот выпрашивание, просто выпрашивание, и человек не хочет делать так, как ему говорят. Но не хочет, не надо, не хочет, не надо. Он же не дрессированная собака. Конечно, нет. Просто это зависит от того, как вы выстраиваете отношения. Если, вот у нас же есть все равно разные чувства. Допустим, моя мама меня любит. Она, например, не умеет это делать. И мы, например, поначалу очень сильно ссорились. Я говорю, мне вот так надо. Она говорит, а что я не буду так делать? Я не хочу, например, она говорит. Правильно, она не хочет, ее мнение тоже надо уважать. Да, мне, говорит, так не нравится. Например, она говорит. А я говорю, а мне так нравится. Давай искать. Вы настаиваете. Я настаивала, да. И мы искали, как ей лучше, как мне лучше. И нашли. Выстроили. Мама просто сдалась, поняла, что... Видите как, может быть, она, конечно, и сдалась, но в итоге-то выиграли все. И она в том числе.
Не знаю, как мы можем за другого человека судить, как ему он может просто, чтобы не было ссоры и без желания что-то, какие-то вещи делать. Потому что мне кажется, что родители, они то, что могли, они дали, там, потому что ты излишне просить. Я почему-то думаю, что это не Ну, очень это очень, работает. очень субъективное мнение Да, сейчас конечно. вы говорите, а я говорю как пример, что так тоже можно делать. Но я не призываю никого этого делать. Вы можете так не делать, но посмотрите, как вам лучше. Я думаю, что в таких отношениях ты становишься с мамой своей маме, когда ты говоришь ей, что делать. Ну, Когда ты учишь и говоришь, что как лучше. Ну, мне так, это тоже мое, конечно, субъективное мнение. да, это ваше субъективное мнение, что о том, что ты учишь маму. Бывает так, что нам Можно приходится попросить, да, и я быть, согласна. и Но быть родителем своим родителям. Это тоже так иногда бывает. А бывает, что и наши дети могут быть нашими родителями, смотря с какой стороны мы взаимодействуем. Мы же такие люди, человек это такое существо, у которого очень много разных граней, и он этими гранями все время поворачивается. И смотря какой гранью он к тебе повернется, он может и позиции взрослого тебе повернуться, а может и фигу показать, и еще что-то по-разному будет. главное не увлечься какой-то одной ипостасью, на мой взгляд. Потому что если зависнуть в роли родительской для своих родителей, то это всегда не очень хорошо заканчивается. Можно ведь и заботиться, и просить с места дочери маму свою. Вообще это вот здоровье основное в транзактном анализе. Это тогда, когда ты можешь быть в течение дня очень разным. Где-то ты покритиковал, где-то позаботился, где-то поделал дела вообще без эмоций, где-то ты согласился со всеми и сказал да-да-да, конечно, как скажете, где-то ты послал всех очень грубо, а где-то пошел в траве валяться и, не знаю, воздушные замки смотреть. То есть чем более ты разный, тем больше у тебя здоровья. Ну, то же самое, наверное, можно и сказать о чувствах, что можно и потревожиться, можно и порадоваться. И можно и позлиться, и, может быть, в какой-то момент ничего с тревогой делать и не нужно. Просто на нее, может быть, посмотреть и дать ей место. Ну, может быть, почему бы нет? У нас остается минута до конца эфира. Может быть, у вас есть какие-то слова для наших слушателей и зрителей, и будем прощаться. Я думаю, что вы все сказали, что все можно. Больше мне добавить нечего. Я благодарю всех слушателей и зрителей за внимание. Всем хорошего вечера. Надеюсь, какие-то советы, которые сегодня прозвучали в нашей программе, для вас окажутся полезными. Всем нам крепкого здоровья и будьте со своими близкими. Зачем вы меня позвали?